Наш докладчик сегодня Татьяна Миниахметова, научный сотрудник университета Инсбрука, известный удмуртский этнограф, ученый, исследователь удмуртской традиционной культуры, традиционного удмуртского мировоззрения и удмуртской религии. Доклад Татьяны сегодня посвящен категориям времени и пространства в традиционной удмуртской культуре. Буквально через 30 секунд я передам слово Татьяне, она будет выступать по-русски. И у вас есть чат для того, чтобы вы могли писать нам, задавать вопросы Татьяне, вот, ну и также сообщать о каких-то проблемах, которые у вас могут возникать, чтобы мы могли на них оперативно реагировать. Вот. Напишите, пожалуйста, хорошо ли нас слышно. Нормально, все слышно. Ну, очень хорошо. Спасибо всем, кто подтвердил. Я тогда передаю слово Татьяне и хорошего вам интересного доклада. Добрый вечер, Деч Буреш, Сайолда, Ауани, Guten Abend. Может, есть еще кто-то? Я прошу прощения. Я очень рада сегодня представить вам свои некоторые идеи, связанные с ориентацией во времени и в пространстве, и чуть шире, наверное. И мне очень даже хочется услышать и ваше мнение, потому что моих идей уже опубликованы в статьях, но очень мне было сложно, когда я в начале выступала с этой тематикой на семинарах или даже на конференциях. Поэтому, возможно, кому-то из вас тоже сегодня будут какие-то моменты, но, может, кому-то все равно будет интересно. Основные пункты, о чем я сегодня буду говорить: способы ориентации в пространстве, центр, освоенные и неосвоенные пространства, сакральное пространство, граница реальная и символическая, представление о прошлом и будущем, время обрядовое и удвоенные обрядовые, цикличность времени и пространства, регламентации. Известно, что для традиционного мышления свойственно стремление к структурированию и систематизации. Поэтому активная деятельность очень часто содержит стереотипный набор правил поведения, что и отражается на практической деятельности. Освоение же любого пространства несет вероломный характер. Человек понимает, что его достижения в процессе завоевания природного пространства, освоения новых объектов нарушают устойчивость миропорядка и не могут не вызвать недовольства сил природного мира. Поэтому соблюдается одно правило – правило ритуального принесения жертвы, то есть передачи части полученных благ или чего-то их заменяющего силам иного мира для восстановления благосклонного отношения к человеку. Нам очень хорошо известна, например, строительная жертва. Если кто-то строит дом, обязательно что-то жертвует. Но для современных городских жителей, для этого, в качестве примера можно сказать, это переезд в новые квартиры. Вы тоже что-то жертвуете, вы о чем-то все равно задумываетесь. Чтобы активность человека в процессе освоения окружающей природной среды не представлялась грубым бытовым явлением, хотя фактически она и есть таковая, грубая, завоеванием этого человеку необходимо было регулировать свою деятельность и привлечь в нее самих сил дикой природы. Контакт и общение с силами природы не мог осуществляться обычным способом, а требовал специального поведения, иногда ритуального, в иной раз ритуализованного. Способ общения с природой производится таким же образом по сей день. Здесь имеется в виду только взаимовыгодный способ общения. Поэтому все действия человека в период структурирования своей среды осуществлялись через ритуальную или ритуализованную деятельность. Таким образом, в ней могли принимать участие не только сами люди, но и обитающие рядом природные силы. В свою очередь,
впоследствии также наделялись пространствами и объектами для своего владения. Освоенный участок формально становился своим, способным защищать своих обитателей, но всегда требующим определенного их поведения, поддерживающим диалог. Это своего рода демонстрация подчиненности человека силам природы и наоборот, и особый способ обмена дарами с природной средой, способствующий гарантии позитивного и взаимовыгодного диалога в перспективе. Ритуальная же активность не всегда отражает один и тот же феномен. В традиционной культуре события, соотнесенные с ритуалом, например, рождение, смерть, может и произойти, но человек считается умершим и родившимся только после совершения соответствующих обрядов. Ритуал не подтверждает и не утверждает уже совершившийся факт, но конструирует, создает его и в конечном счете является им. Я процитировала Байбурина Альберта Кашфуловича. Иными словами, ритуальная активность человеческого сообщества как бы дублирует природные процессы, формируя социально приемлемые образы рождения и смерти, новорожденного и умершего, образуя или восхищая физиологические изменения при помощи специфических механизмов культуры или отраженные поэтапно в годовом цикле. Традиции и обряды представляют собой важнейшие формы регуляции поведения и деятельности человека и коллектива. Но почему я начала говорить с ритуала и значения ритуалов? В повседневности мы не придаем значения своему поведению, хотя оно и является очень часто ритуальным или ритуализованным хотя бы. Для раскрытия смыслов последующих понятий в моей лекции следует обращать внимание на это, так как именно через поведение и нормы поведения, превращенные в стереотипы, мы организуем и структурируем все вокруг себя и в самих себе. В своих исследованиях я всегда принимаю во внимание, что в антропологической науке ситуация усугубляется неопределенностью самого ее предмета и дисциплинарных границ, и опираюсь на теоретические основы смежных наук. Я немного отлучусь. Все ли меня хорошо слышно? Артем? Окей. А дальше я. В поисках источника для освещения смысла понятий и представлений какой-либо конкретной культуры не раз прибегали к помощи мифологии, космологии, верований, обычаев, обрядового искусства, языкознания и так далее, и так далее. Известно, символы, коды и их интерпретации действуют в рамках определенной культуры, основываясь на том, как люди видят, чувствуют и представляют себе мир. И эти растолковывания формируют систему общего культурного смысла, но всегда с учетом духовной и материальной составляющей. В данном случае предлагается рассмотреть привычные в прошлом или традиционные навыки освоения и структурирования окружающего мира, связанные с этим движением времени в мировосприятии удмуртов и адаптированные к общепринятым нормам способы их передачи в современности. Изучение вопроса само вынуждает обратиться к проблеме границы и лиминальности. На периферии процессы всегда более активно протекают, чтобы оттуда устремиться в ядерные структуры и вытеснить их. Другим непременным условием в исследовании вопроса является изучение различий между сакральным и несакральным и их переходные состояния, поддерживание и сохранение их разницы постоянно воссоздает социальный порядок общины. Я процитировала Анну Лену Сикола. И мы также рассмотрим, как воспринимается цикличность времени в связи с цикличностью пространства. Наличие картины мира в обыденной жизни менее осознанно. Человеческие поступки инертны и необдуманны. Или же картина мира существует независимо от действий человека. Но при совершении обрядов создается особая ситуация, когда человек вступает в непосредственный контакт с картиной мира, и она сама начинает как бы диктовать, как поступать и действовать. Этническая картина мира очень непроста, и в ней однозначно присутствует представление о сторонах света и границы,
часто не имеющих четких рубежей или пределов, но без их учета даже немыслимы действия и поступки. Представления о пространстве всегда в какой-то мере основаны на представлениях о времени, и всякая ориентация в пространстве предполагает ориентацию и во времени. Мы уже привыкли при ориентации и во времени, и в пространстве придерживаться западных образцов, и только с трудом можем догадываться, как это было в прошлом. Поныне у разных народов наблюдаются существенные особенности в представлениях в этом понятии. Я могу хорошо, то есть однозначно сказать, что это так было и есть у финно-угорских народов, у тюркских народов, но на днях только я посмотрела один антропологический фильм, был сделан Того, и очень было интересно, что подобные понятия и представления присутствуют и в культуре, и у этих аборигенов. Так. Чтобы разобраться и подробнее понять эти особенности, обратимся к картине мира и вытекающим из нее поведению и действиям человека. К примеру, ориентация в пространстве заметно была отражена в размещении священных мест и обустройстве хозяйственного комплекса. Всегда учитывались расположение жилищных, сакральных, хозяйственно-бытовых объектов и их позиция на участке в целом. Начнем с рассмотрения представлений о направлениях частей света, при этом учитывая, что человек определяет стороны света всегда по отношению к самому себе, что наглядно и четко отражается в языке. Пожалуйста, второй слайд. Например, когда мы изображаем направление частей света на схеме, север привычно размещается у нас наверху, а юг, соответственно, внизу. Мы так изучали в школе, и нам это все известно, и это общепринятые нормы, так и должно быть. На земном шаре должен быть один образец, скажем так. Но здесь я попытаюсь доказать обратное. Вот по схеме вы уже видите. Если мы представим сакральное пространство, схематически здесь все располагается наоборот. В горизонтальном отображении юг всегда отдален от изображающего, и изображающий находится в северной точке. Другими словами, юг находится перед изображающим. При вертикальном юг наверху, как и солнце светит сверху, и его движение над нами. В связи с таким расположением севера и юга, соответственно, противоположным образом находятся восток и запад. Восток по левую руку, запад по правую руку. Вот эти понятия у нас еще выплывут, когда мы будем рассматривать расположение и схему святилища. Всегда по левую руку восток приходится, по правую запад приходится. В связи с таким расположением севера и юга, дальше. Здесь следует оговориться с понятием юг или светлая сторона. Югутпал, вы видите на схеме, все эти понятия ассоциируется не только юг, но и юго-восток. Такое восприятие направлений света четко взаимосвязано в языке с понятием времени. Понятием юг обозначается словосочетание лымшор-пал. Лымшор – середина дня или сторона. Восток – шундаджужан-пал – сторона восхождения солнца. Но есть еще и другое понятие, которым, возможно, параллельно пользовались в прошлом. Это аж, передний, то есть сторона света, находящаяся спереди или в передней части. Такое понятие осталось в слове «куркаш». Курка плюс аж, дом перед, дворовый фасад, передняя часть дома, то есть входная часть, традиционно направленная на юго-восток или восток. Понятие «север» передается как уйпал, ночь, ночная сторона, запад, шундапукщон пал, сторона, где садится солнце. То есть при ориентировке с домом сторона света, находящаяся сзади.
Есть такое понятие корка-бер, задняя часть дома, что традиционно относится к северо-западной стороне. Следующий пример также раскрывает совпадение понятий Аж и Юго-Восток. При выборе места для строительства нового дома соблюдалось некое правило. Следовало отодвинуть местоположение хотя бы на полшага вперед, то есть к юго-востоку. Если же предыдущее местонахождение не нравилось и не подходило в силу реальных и суеверных причин, то новый дом строили в другом месте, но при этом, опять же, учитывая направление его перемещения, лишь юго-восточная сторона была желаема и приемлема. Естественно, новый дом при этом строился в собственном же дворе, но не располагался за хозяйственными и производственными объектами. Компонент Аж и его ассоциации с Востоком, Юго-Востоком прослеживается в языке при обозначении чередования дней во времени. Лон от день вчера, ватлян перед день позавчера означает день, прошедший впереди вчерашнего дня. То есть слово «впереди» соотносится с ориентацией человека, смотрящего вперед. Ватлянныш ажло до перед день позавчера означает день, прошедший раньше или вперед позавчерашнего дня. Компонент ажла в удмуртском языке означает движение вперед, то есть то, что может происходить впереди человека. Удмуртский суффикс ала-ла-ло образует имена прилагательные от наречий имени, которые обозначают временные или темпоральные признаки предметов. Туала нынче, нынешний, тулон вчера, тулло вчерашний. Происхождение суффикса связывает с финно-угорским «л». Совершенно обратными оказываются чукаже – завтра, чукаже бере – за тем, что за, послезавтра. Послезавтра – день, который придет после завтрашнего дня, или день, идущий сзади завтрашнего дня. Чукаже бере лещ бере – послезавтра. День грядущий или идущий после завтрашнего дня. Или позади послезавтрашнего дня. Бере означает сзади или позади, то есть сзади или за спиной человека. Задняя сторона и передняя сторона напрямую указывают на заднюю и переднюю части чего-либо, и в данном случае направление частей света по отношению к человеку. Не случайно сторонним наблюдателям прошлых столетий планировка удмуртских деревень казалась беспорядочной. И упоминается следующим образом. Батятскую деревню можно с первого взгляда отличить по чрезвычайно бестолковому расположению домов. Избы стоят в таком беспорядке, что одна изба упирается часто задним углом в переднюю стену соседней избы, или же она стоит боком к задней стене другой. В другом описании читаем: в Водской деревне нет улиц, вдоль которой стояли бы чинно избы лицом друг к другу. Здесь всякий строился, как ему казалось удобным. Каждая семья старалась точно обособиться от других. Изба зачастую повернута спиной к прохожему, а окнами глядит на свой собственный двор. Здесь как раз эти описания непонятно были, конечно, уже ориентирующемуся по-другому исследователю. У удмуртов еще сохранялся традиционный образ ориентировки. Так. Наиболее ярко подобное представление отражается в ориентировке сакральных мест и в отношении к нам. До сего дня хорошо известно, что в большинстве случаев вход в святилище располагается в его северной, северо-западной части. Если участок огорожен, это калитка, а если святилище без ограждения, то это предусмотрено для пересечения границы небольшой участок. Известно также, что наиболее сакральная часть расположена на южной или юго-восточной стороне святилища.
где участок табуирован для местонахождения кого бы то ни было, и при чрезвычайной необходимости туда может проникнуть только жрец, при этом не поворачиваясь спиной к югу. Такие правила объясняют еще раз, что изображение святилища немыслимо, если находиться на его южной точке, что запрещено, а описывать то, что за спиной, не представляется возможным. При такой ориентации и схематизации поясняется и гендерное разделение пространства, особенно наглядно демонстрируемые в священных местах при проведении обрядов. Вот вы там на схеме видите, на левой стороне место пребывания женщин, на правой стороне мужчин. Снова мы сталкиваемся с представлением о том, что юго-восток перед нами, а северо-запад за нашей спиной. То есть по этой схеме вы видите, тот, который это рисует или же на это смотрит, находится на северной точке у входа, у калитки, скажем, а с южной стороны, в южной точке, не имеет возможности стоять, потому что это там табуированное место. И спиной к югу стоять никто не может. И вот мы очень часто нарушаем это правило, когда фотографы, когда всякие репортеры перед жрецами стоят, фотографируют, снимают и изображают из себя настоящих богов. Так. Здесь, чтобы немного отдохнули, фотография, сделанная Уно Хольмбергом в 1913 году в Уфимской губернии, когда он организовывал свои экспедиции к удмуртам, восточным удмуртам, как он их назвал. И эта фотография, сделанная в 2008 году Садиковым Ранусом, коллега из Уфы, и примерно тоже так же. Если в целом вы вот видите, это место, сакральное место, выглядит округленным, имеет округленную форму. Ой, как сложно, если я вас не вижу и не слышу. Дальше читаю. В вертикальном же делении пространство юг и светлая сторона занимают верхнюю позицию, и солнце светит сверху, я уже говорила, а север и темная сторона нижнюю. Нам хорошо известны подобные схемы по расположению сакральных мест, связанных с представлениями о наземном и потустороннем мирах. Объекты верхней позиции, вылымучен, вы видите на фотографии, сооружение или место для выставления ритуальной пищи богам и духам, находится наверху. Также мудор, маршрутная полка, в святилище Куала, и жек, стол, и обращение с ними и в повседневное, и в ритуальное время имеет свою специфику. Эти объекты всегда считаются находящимися наверху. Север маркировал и маркирует низ. И с понятием низ, нижнее, и в первую очередь ассоциируются кладбища и места почитания усопших, которые, как правило, располагаются к северу или северо-западу от населенного пункта. Ой. Вот здесь на фотографии вы видите место развешивания костей при проведении обряда Ерпыт-Шотон, дарение головы, ног или крывонес, курбонес-бетон. От локальных культур зависит и название обрядов. Искоренение, избавление от долгов. Лыкелян, отправление или проводы костей. Все они располагаются за пределами деревни к северу от нее или на самом кладбище. Другое объяснение представлений о местонахождении потустороннего мира внизу отражено в расположении кладбищ. Кроме размещения к северу от деревни, также еще и ниже по течению реки. Известно и специальное место для выкидывания при смерти надетой одежды и отходов от строительного материала для сооружения гроба, называемые куркуян
или шелеп-куян, место выбрасывания коры, дерева или стружек. Обычно такое место располагается за пределами деревни, в лагу или овраге. Эта вот фотография была опять-таки представлена Уно Хольмбергом Харвой. Это в 2001 году сделана мной фотография. Так. Как описывает Уно Хольмберг, в прошлом это место служило и для других целей. Например, место, куда выкидывали коры и стружки после изготовления гроба. На месте бросания луба видны также маленькие, высотой в пол-локтя деревянные памятники, перед которыми обычно стоят маленькие столики на одной ножке. На те столики кладут жертвенную еду. Этот кусок дерева – место обитания самого умершего, значит, какой-то его образ. Сегодня ватики делают такое только для умерших в чужой местности, как урт, то есть вторая душа умершего, как объяснял один старик-ватяк, без этого не вернется в родную местность, то есть к своим близким. Но в сегодняшнее время нам известно, если кто-то вдали от родины скончался, но родственники очень даже желают на своем собственном кладбище поминать, ходить во время поминальных трапез на кладбище и поминать именно этого умершего человека, то точно так же втыкают туда какой-то шест, и это место уже считается местом его захоронения. Хотя фактически этот человек, умерший, захоронен вообще вдали от родины, пусть хоть и за рубежом, может быть, конечно, в настоящее время. Так, сейчас. Это представление, то есть то, что внизу или на северной стороне, сохраняется также в обрядах улань-вандон, жертвование нижним, буквально закалывание вниз, или же улань-щотон, буквально отдавание, дарение вниз нижним. Улань-вышащкон, жертвование или моление вниз нижним. Варианты названий обряда прямо связаны с понятием низ-нижний и тому подобное. На самом деле здесь имеется в виду закалывание жертвы, располагая головой к северо-западу, что значит вниз, к низу. Подобное представление отражено в способах расположения умершего в могиле, головой вниз, то есть к северо-западу. В противоположность этому в повседневной жизни рекомендуется спать головой к юго-востоку. Такие особенности в обрядовых и бытовых действиях и поступках демонстрируют совпадение понятий северо-запад с понятием низ-нижний. Ассоциация потустороннего мира с севером и ночным временем суток отчетливо наблюдается в поминально-обрядовом комплексе. Например, название поминальных обрядов после смерти человека включает компонент «уй» – «ночь» и передаются как «уй» – 3 ночи, «щижим уй» – 7 ночей, «нильдон уй» – 40 ночей. Проведение поминок начинается после обеда в сумерки до полночи и проходит в основном полное время суток. Противоположность солнечному дню соблюдается при подготовке, проведении и завершении поминального обряда. Все действия должны выполняться в обратном солнечному движению в порядке. Значит, против движения направления движения Солнца. Согласно такому правилу, когда вот готовят еду поминальным обрядом, все делается наоборот. Хлебобулочные изделия для выпекания расставляют в печи, начиная с переднего угла и против солнца, а в обычное время всегда это расставляется по солнцу, хотя тоже также начинается с переднего угла, но все делается по солнцу. При выставлении угощений на стол также соблюдает порядок действий, совершая их против часовой стрелки. Завершая обряд, выставленные угощения для усопшего выносятся на улицу и выливаются и выбрасываются в северном от дома направлении. Или, как можно видеть в описании Юрия Вихмана, после поминок выставленные у печи чашки бросают у полевых ворот, ведущих на деревенское кладбище.
Содержимое едят собаки, утром чашки забирают обратно. Но, как мы уже говорили, это кладбище должно было находиться в направлении к северу или же ниже течения реки. Дихотомическое соотношение вверх-низ наглядно прослеживается в родственных финно-угорских языках, где понятие «ночь» связано с понятием «север». Как и в удмуртском языке, в них север традиционно называется ночной стороной. Уй – ночь, уй – пал – ночная сторона. В балтийско-финских же языках север ассоциируется еще и с понятием «дно». Сравните финское «похьела» – север, дословно отдаленная местность, восходит к слову «похья» – дно. Эстонское «пыхья» – это тоже дно. Дно представляется как статическое понятие, дно ямы, где всегда холодно. Антонимом ему выступают направление движения вперед, в ту сторону, где тепло. Финское «этеля» – юг, но в эстонском «эс», хотя «луна» – это по-эстонски юг, венгерский «элёл», мансийский «эль», антийский «ил» – впереди, все с таким же значением. В удмуртском языке с этим связано понятие «дунепцы» – в дно земли, когда говорят, что умерший уходит на дно земли, на дно мира. Такие понятия снова подтверждают представление о юге как стороне, находящейся впереди человека, а о севере как располагающейся позади него, или же наверху и внизу. Рассмотренные понятия отражают и границу, или граничащие, и тем самым ограничивающиеся зоны. Граница же сама воспринимается или как внешняя, или как внутренняя. Каждая обладает независимостью и самостоятельностью, однородностью и индивидуальностью, хотя все эти восприятия лишь относительно, и ее отграниченность друг от друга появляется в пространственных и временных измерениях. Для определения понятия границы хочу обратиться к предложенной Юрием Михайловичем Лотманом характеристике. В пограничных точках непрерывность пространства нарушается. Граница всегда принадлежит лишь одному пространству – внутреннему или внешнему, никогда обоим сразу. Сейчас я для примера взяла только открытку. Вот. Представьте себе, что это, как это, бомбитно хорошо. Скажем, это два поля. Одно белое поле, одно зеленое поле. Вот. Если мы видим, это белое поле, оно заканчивается здесь. Это граница белого поля. В это же самое время это конец, рубеж этого поля. А когда мы смотрим сюда, зеленое поле, тоже так же. Это конец, рубеж этого зеленого поля. И между ними ничего нет. Этот рубеж принадлежит белому, этот рубеж принадлежит зеленому полю. Дальше я расскажу, может, станет понятнее. На самом деле воспринимаемое как граница пространства является скорее частью двух рубежей, чем границей между ними. Следовательно, как принято считать, эти границы и представляют опасность, потому что они не являются самостоятельными пространствами. Если оно самостоятельное пространство, оно всегда имеет своего хозяина. Мы об этом немного вначале говорили. И в итоге получается, что практически границы нет. Это рубеж одного пространства и рубеж второго пространства. Между ними ничего нет. Сейчас. Такое представление отражено в следующих понятиях, как, например, вожпум или вождур, или вожленпум из вожлендурыс, конец, край, предел луга. Слова и понятия межа с тем же значением и гош, кунгош, линия, черта, государственная граница, скорее явление более позднее. И даже в диалектах нет такого понятия, что где-то человек видит луг или же поле и говорит, вот
граница между этим участком и этим участком гож и межа. Это уже только в современности воспринимаемое представление. Представление о границе или понимание чего-то как граница подразумевает и определенные отношения к ней. Граница всегда воспринимается по-особому. Но с чем это связано? Пересечение какой бы то ни было границы качественно меняет человека. В пределах одного пространства он обладает одним состоянием, а перейдя границу, обретает другое состояние. В то же время наличие человека в пределах одного или другого пространства соответственным образом меняет качество того или иного пространства. Но это качество такое, что всегда происходит параллельно со временем. Значит, в эту секунду человек находился в пределах одного пространства, через одну секунду он оказался уже в другом пространстве. И качество этого второго пространства изменилось через одну секунду. И качество предыдущего пространства за одну секунду до этого тоже изменило свое качество. Наверное, это сложно понять, но я думаю, что поняли. Так. Теперь несколько слов хочу сказать о цикличности времени и цикличности пространства в традиционных представлениях. Когда я об этом буду говорить, старайтесь себя все время представлять у себя дома или где-то там, где вы очень хорошо ориентируетесь. Цикличность времени и цикличность пространства – это самые фундаментальные и общие для мироздания понятия. В традиционном мировоззрении пространственная регламентированность воспринималась в тесном единстве с временными параметрами. В последних же неразрывно переплетались линейная и цикличная последовательности. Любой процесс предполагает преемственность, единство, непрерывность. Не случайно обращение к прошлому, связь настоящего и будущего постоянно присутствует в жизни каждой культуры. Эти показатели отражают лишь линейное время, которое необозримо и имеет крайне узкий характер. Параллельно же протекает и другое, конкретное и повторяющееся время, в чем можно явно разобраться и которое предстает как образ постоянного возвращения, вечного цикла развития. Отсюда цикличное восприятие времени более четкое и определенное, но время становится наиболее конкретным и точным, когда его отождествляют с пространственными параметрами. Подобное представление предполагает, что в мире все взаимосвязано и непрерывно. Чтобы поддержать гармонию и равновесие, или же сложившийся мировой порядок, необходимо сохранить эту непрерывность. Непрерывность же воспринимается в виде замкнутой фигуры, и чем более совершенную форму принимает эта замкнутая фигура, тем больше она приближается к идеалу. Идеальная фигура – это круг. Так. У меня почему-то уже... Да, это мы уже рассмотрели. Вот. Я чуть-чуть вперед побежала изображением. В мордском языке есть термин, обозначающий понятие круга, питерес или котерес. Питерес, котерес – основополагающее понятие, без которого, казалось бы, невозможно представить само функционирование системы мироздания. Эти два слова, как одно понятие, обобщенный образ, символ, обозначают и воспринимаются одновременно как круг время и как круг пространства. А представление о пространстве всегда в какой-то мере основано на представлениях о времени. И всякая ориентация в пространстве предполагает ориентацию во времени. Например, протяженность расстояния всегда измерялась временем, за которое можно было пройти тот или иной отрезок пространства. Это нам всем известно. Еще я вернусь к этой теме. До сегодняшних дней сохранялось измерение пути времени, часто говорят, час полета, 2 суток езды и так далее. В прошлом были и другие формы счета и обозначения времени. К примеру, гурыш, нянь, путутощ, не было еще часов, представьте себе. За время выпекания хлеба, буквально до тех пор, пока хлеб из печи выйдет. Или же другое понятие гурыш, потем нянь, сьятощ, за время остывания вынутого из печи хлеба.
Куда вайонёсы вашкала дрёсы вутощ, пока воспоминаниями доберусь до древних времен и тому подобное. Это как бы очень такие отдаленные времена. Как уже указывалось, значение понятий питерес и котерес одинаково как в вещественно-предметном оформлении, как круг или окружность. В удмуртском языке движение времени обозначается словом «орче» – «проходит», но в философском восприятии время «тыра», то есть «крутится», «катится». Тем же понятием выражается движение колеса. Петран Петра. Заметьте, Петран глагольное существительное от Петраны крутится. От глагола Петраны крутится. Колесо крутится, когда катится вперед. Также проходит жизнь человеческая. Петра, то есть прокатывается, катится. Как видим, это понятие указывает на линейное время. С наступлением смерти, то есть конца биологической жизни, в представлениях удмуртов жизни прерывается, а продолжается в других измерениях, или же на том свете, сопалдуниан. Но нет понятия и представления, что она снова возвращается в наше пространство, на земное, двигаясь по кругу. Этим снова подтверждается линейность человеческой жизни. Здесь уместно будет упомянуть строки из удмуртской песни, подтверждающие подобное представление. Я буду читать только русский перевод. Между тонкими да тонкими ивами тихоньку, легонько пройдем, не злословя, не бахвалясь, вместе будем дружно жить, айгай, друзья, не знаем будущего, жизнь к нам второй раз не придет, жизнь наша второй раз, может быть, и пришла бы, да Инмар этого не позволит. Это я процитировала из монографии Татьяны Григорьевны Владыкиной. Размер круга зависит от длительности времени. Чем больше круг, тем большую продолжительность времени он охватывает. Или чем длиннее время, тем крупнее размер круга. Например, подобными ассоциациями можно сравнить длительность дня, недели, месяца, года. Но время любой протяженности при отражении на пространственных измерениях в некотором смысле может совпадать с соответствием движения Солнца определенным точкам пространства в сутках, совпадение движения Солнца с теми же пространственными точками в годовом цикле и еще одно совпадение с теми же точками движения Луны. В действительности движение Солнца в обоих случаях обозримо в дневное время суток, но при восприятии времени, как в понятии сутки, признается истекающий день. И его восприятии как годового времени учитывается местонахождение Солнца. Летом в полдень Солнце находится высоко над головой. Зимой же почти что над горизонтом. Летом при восходе и закате Солнце освещает окно почти с северной стороны, зимой с южной стороны, только с южной. Эта система основана на метрических и типологических свойствах пространства-времени. Это последнее понятие я процитировала Витол Эдуарда Арнольдовича. Граничные отрезки пространства и времени детально разработаны, так же, как и переходные стадии из одного состояния в другое, связующие разграничительные понятия. 17. Это фотография, опять-таки, от Уна Хольмберга. Я хотела только, чтобы вы немного отдохнули от моего разговора, отвлеклись. Я этим самым еще хотела показать, что это святилище Луд имеет форму окружности. Например, в удмуртском языке и в некоторых диалектах имеется множество понятий, связанных с пространственными измерениями или обозначающих одно из измерений – длину, начиная от мельчайшего отрезка до расстояния вокруг всего света. Вырелын на кончике носа. Там не дотянуться взглядом. В изобилии здесь бытует также понятие, раскрывающее длительность времени.
Самыми короткими считается временной отрезок, связанный с понятием «моргнуть глазом». Немецко-неса учтен куспын. Буквально промежуток времени между закрытием и открытием глаза. Короткий вдох. Шокчетощ, шокчон куспын. Бесконечно длинным, не поддающимся точному подсчету являются такие выражения, как «со времени возникновения Земли», «музеем колден тырыщ», или же «с возраста существования гор», «гурыжлен даурыскимда». Отличие круга времени от круга пространства в том, что первый имеет вид окружности, а второй – круг с точкой в середине. Ориентир начинается с самого себя. Теперь вот представьте себя, вы находитесь в своем кругу, и в середине вы сидите. Интересно добавить, что в удмуртской орнаментике присутствует узор в виде круга с точкой в середине, который обозначает космос. По замечанию удмуртского этнографа Владимира Емельяновича Владыкина, представление о пространстве, равно как о времени, составляет одну из самых существенных сторон мировоззренческой системы. Познание пространства у удмуртов исключало возможность его бесконечности. Мир состоял как бы из многих концентрических кругов пространств. Отсчет пространственного измерения начинался с центральной точки, где находился дом, очаг, которые являлись концентрированным выражением очеловеченного пространства, обладавшего наибольшей сакральной значимостью. Согласно такому представлению, кругов пространств могло быть столько же, сколько домов очагов. Вот сколько сейчас слушателей, столько же у нас и кругов, домов очагов. У каждого человека был свой пространственный круг в зависимости от ощущения и восприятия окружающего мира. Если рассматривать эти круги пространства исключительно с точки зрения их ограниченности и замкнутости, ограниченность собственных пространств проявляется в свойствах самонормирования этих пространств. Каждый последующий круг является менее нормированным и поэтому воспринимается менее освоенным или же совсем не освоенным. Переход из одного круга пространства в другой бывает плавным и резким. Такие преобразования в них происходят, соответственно, континуально и дискретно. Это предполагает разнохарактерность последующих кругов. В первом случае последующий круг не является сильно отличающимся и отсюда опасным, а во втором он совершенно другой, значит опасный. Для первого случая примером может служить дорога, представляющая границу между кругами. Пространство за линией дороги уже чужое, но не столь опасное. Для второго случая за границу примем реку. За рекой уже пространство воспринимается совершенно неосвоенным, чужим или опасным. Чужим и опасным. Возможно, не будет столь бессмысленным привести сравнение из другой области науки. Нечто однородное и изотропное сформировалось, надо было все читать только. Будет бессмысленным привести сравнение из другой области науки современной космологии с радикальным изменением взгляда на Вселенную, как на нечто однородное и изотропное. Сформировалось новое ее видение, состоящее из многих локально однородных и изотропных мини-вселенных, в которых и свойства элементарных частиц, и величина энергии вакуума, и размерность пространств времени могут быть совершенно различными. Это обусловило внедрение в научный оборот понятия универсума, обозначающего суперсистему, охватывающую все формы мироздания, микро, макро, мегамира, в том числе различные типы вселенных. Я ссылалась на Степина и Кузнецова. Позволим себе сравнить каждое освоенное человеком пространство с приведенным здесь микромиром, где в каждом отдельном случае одинаковое соответствие показателей пространства с показателями времени. Если более точно выразиться, следует визуально представить ориентирующегося от своего очага. Допустим, сегодня для него, представьте себе, вы сидите у себя дома,
Представьте себе, откуда всходило сегодня у вас солнце. Например, сегодня солнце взошло из-за горы. Через месяц солнце будет всходить уже из-за другого места и так далее. Но через год в один день солнце снова взойдет из-за той же горы. А для другого ориентирующегося в это же самое время, на другого от своего очага, в тот же самый день, то же самое солнце восходит из-за другого объекта. Его ориентиры не совпадают с ориентирами первого. Итак, у каждого свое представление связи пространства со временем. Я думаю, что очень понятно я сказала. Из чего же состоит линия, образующая круг? В пространстве от множества точек, обозначающих направление сторон света, которые подразделяются на неопределенное число соединяющихся между собой частей. И каждый отрезок, то есть каждая часть, имеет свое название. Мы знаем только, очень хорошо ориентируемся, когда эти север, юг, восток, запад. Но каждую точку можно очень подробно, конкретно называть и указывать. Там юго-восток и между ними еще какие-то точные. Каждый может что-то придумать. Или же ориентируясь тем объектам, из-за которых восходит или же садится солнце. Здесь мы видим, что эти точки одновременно связаны с временными параметрами. Вот этот объект, горизонт, скажем, и этот же самый объект с горизонта связан с каким-то моментом времени. Линия круга времени состоит также из соединенных между собой отрезков времени, имеющих свое название. Например, в сутках, мы уже говорили, восход, полдень, закат, полночь. В году это зима, весна, лето, осень. Время от восхода до заката, а также период от весны до осени я подразделяю, то есть я как бы попыталась доказать, что это летний год или же летний цикл, как общепринято, воспринимается как нечто открытое. В противоположность этому закрытым является промежуток времени от заката до восхода и от осени до весны, то есть зимний цикл, который как бы закрытый. Но есть у удмуртов такое понятие, когда весной мы переходим в летнее, не современное летнее время, когда часы меняют, в лето переходим. Говорят, уже на поточку, мы выходим в лето, а когда осенью наступает зима, говорят, полепрычком, мы входим в зиму. Каждая определенная точка и отрезок круга времени и круга пространства совпадают и взаимосвязаны. К примеру, одна из точек круга времени, восход соответствует одной точке круга пространства, востоку, закат, западу и так далее. Об этом мы говорили. И все время это находится в состоянии движения, то есть пятырак прокатывается. В мировоззренческом плане наиболее перспективно рассмотрение годового цикла этой временно-пространственной целостности через систему календарных обрядов в их непрерывной последовательности. У многих народов годовой цикл слагается из следующих одна за другой дат работы в поле или дома и связанных с этой работой обрядов. И у удмуртов это тоже очень хорошо прослеживается согласно обрядовому календарю. Я уже не буду об этом говорить, слишком я долго занимаю вас. Так, сейчас немного про обрядовое время я скажу. Немного скажу про год. Год является очень удобным промежутком времени, который, с одной стороны, удобен для рассмотрения и детального анализа. Мы видим цикличность налицо. Год или годовой цикл можно разделить на более мелкие циклы, сезоны, месяцы, недели, дни, в которые как раз и происходят обрядовые действия. Каждый обряд или обрядовый комплекс нацелен призвать, чтобы повторилось все то позитивное и в следующем году. В ритуальном календаре точно определены дни всех активных и неактивных действий,
Каждый обряд имеет начало, когда, согласно календарю, время вступает в ритуальный сакральный период. С этого же момента и пространство должно вступить в ритуальную стадию. Нам известны готовительные к обряду работы, то есть уборка, чистка, украшение дома, создание праздничного уюта. Завершением ритуального периода сакральные свойства пространства, казалось бы, еще продолжают сохраняться, но время уже вышло за свои рамки, и оно требует изменения качества пространства из ритуального в обыденное. Ага. Как видно, это происходит одновременно как во времени, так и в пространстве. Такое свойство параллельное преобразование пространства и времени характерно только календарным обрядам, так как в них дни заранее предопределены. Как видно, и здесь временные параметры играют основополагающую роль. Вот, по схеме видно, сейчас я попытаюсь объяснить. Здесь хочется более подробно сказать несколько своих соображений касаемо двух качеств обрядового времени. Сакральное обрядовое время и удвоенное сакральное обрядовое время. Так, удвоенное обрядовое время в народном календаре наступает время обряда. Счет идет по лунному календарю. В схеме вы видите, например, там с 13 апреля по 19 апреля это время проведения весенних поминок, общественных весенних поминок. И вся эта неделя обрядовое время для всех жителей деревни, скажем, или же всей даже группы, которые живут согласно этому лунному календарю. Но целую неделю не отмечают поминки в каждой семье. Можно отметить за один день, можно за 2 дня. Вот именно в одной семье отмечают эти поминки, скажем, там у меня указано 14 и 15 апреля. 14 апреля семья готовится, стряпает, чистит, убирается к конкретному уже обряду, а 15-го приглашает умерших с кладбища, ходит на кладбище, провожает умерших, едят, трапезничают. Вот в этот период 14 и 15 апреля для этой семьи именно является удвоенным сакральным обрядовым временем. Хотя для тех других семей, которые в этот день, если не отмечают поминки, для них это обычное обрядовое время. Например, если другая семья там 18-19 апреля отмечает, у них будет тогда это удвоенное сакральное обрядовое время. Именно вот в это удвоенное сакральное обрядовое время становится вдвойне насыщенным событием. Но когда вот весь этот период, 19 апреля уже прошло, 20 апреля заканчивается обрядовый период, и все время переходит в нормальное состояние, и вместе с этим временем и пространство теряет свою сакральность, превращается в обычное состояние. Тоже эти изменения происходят именно параллельно со временем. И несколько слов только еще последних. В контексте традиционных представлений удмуртов, в специфике их ориентации во времени и пространстве отражено знание народа о закономерностях движения планет Солнечной системы по своим орбитам и знание о движении Солнца в галактике. Дело в том, что планета Земля, сама по себе вращаясь вокруг своей оси в сторону востока, тем не менее по орбите вращения вокруг Солнца движется в западном направлении. В галактическом движении человек движется в одном направлении Солнца, точнее с планетами Солнечной системы, по пути движения Солнца в галактике. Кроме того, то, что время течет или протекает по-разному на Земле и в космосе в связи с развитием космонавтики, уже доказанный наукой факт. В свое время было поразительным узнать из сказок, из легенд, что время в принципе может протекать по-разному. Например, нам известны сказки или легенды. Герой куда-то удаляется и уходит в забытье или в сон,
И потом, когда он просыпается и возвращается в свое стойбище или же свою общину, скажем, деревню, то оказывается, что тут уже прошло очень много времени, несколько столетий. Вот, еще 100 лет тому назад невозможно было объяснить, с чем это связано, такое явление, и такие понятия, представленные через устную фольклорную традицию. Так. 20-е. Вы не слишком там устали. У меня еще, оказывается, немного идей есть. Я уже говорила, человек воспринимает пространство в виде круга, но напрашивается вопрос, а как воспринимает пространство группа людей, в которых принимает участие? Например, это можно увидеть, если мы посмотрим обряды и сакральные места, в которых принимает участие весь род, целая община или даже округа. Для проведения таких общественных или семейно-родовых молений народ обычно собирается в одном священном месте, будь то роща, поляна или молельня. Но место их отправления очерчивается в виде круга, что символизирует сложившийся мир. Вдоль линии круга втыкаются ветви березы летом и ветви хвойных деревьев зимой. На фотографии место Керемета у закамских удмуртов они втыкают кол вокруг этого святилища и обрамляют веревкой, и получается нормальный круг. А при завершении обряда вокруг кострищ подметают все как бы в центр кострища по движению по кругу, по солнечному кругу, и потом этим самым как бы завершается обряд. У меня несколько примеров, как это в конкретных обрядовых ситуациях воспринимается. Я уже об этом не буду говорить. Здесь в завершении обряда, которые наши жрецы молятся за все наше будущее прекрасное. И здесь некоторые примечания и предлагаемая как бы литература, использованная мной для этой лекции, скажем. Большое всем спасибо. Татьяна, Vielen Dank. давайте тогда послушаем вопросы. Ну, точнее, я буду зачитывать тогда для удобства. Секунду. Забыла взять ручку. Все. Коллеги, вот вы многие пишете, будет ли запись. Запись будет, и презентацию тоже мы всем направим. Вот, так, ну, вижу комментарий был от Данила Зайцева, что на средневековых картах вверху всегда размещался Восток. Прокомментируйте это как-то, Татьяна. Да. Это может быть и Восток, и Юго-Восток. Это я могу связывать только с таким представлением. Угу. И конкретно по каким народам это имеется в виду? Тут ну, вот дальше разные. Данил уточняет, что речь идет о... Что это и европейская средневековая традиция, да. И арабская традиция, вплоть до 17 века. Хорошо, идем дальше. Ольга Шмыкова, участница нашего вебинара, благодарит вас, пишет, что было интересно. Ну и она надеется восполнить в памяти все эти нюансы, которые вы озвучивали, потом в записи. Пишет, что ей очень понравилось. Спасибо вам, Татьяна, всего доброго. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Также другие наши слушатели благодарят на разных языках. Тау Баджим, Туштун Сыковал, Данке и так далее. Но давайте, коллеги, послушаем вопросы. Пока наши слушатели формулируют свои вопросы, Татьяна, я позволю от себя вопрос вам задать. Мне очень понравился ваш комментарий относительно того, что Гош
Это, ну, такое не очень традиционное название для обозначения края какого-то пространства. Вот. А можете ли вы, как специалист эм, по категории пространства, да, в традиционной удмуртской культуре, еще какие-то дать комментарии по поводу того, насколько сейчас правильно или неправильно используются те или иные слова, связанные с пространством, или, ну, там, как изменился смысл слов, которые раньше с пространством использовались? Это мне очень сложно судить, потому что в сельской местности более взрослые поколения, скажем, они еще оперируют этими понятиями, и они знают и понимают, что это обозначает. Но молодое поколение, даже из сельской местности выходцы, из сельской местности очень плохо владеют удмуртским языком. И мне очень это сложно сказать, я потому что на это не обращала внимания. И моя концентрация исследований и полевые работы в последнее время конкретно проводятся среди закамских удмуртов. И я более-менее хорошо сохраняющих и язык, и как бы особенности диалектные, и понятия то же самое. И я бываю, конечно, и в других регионах проживания удмуртов, и бывало тоже много, вплоть до Сибири, да, и мне было даже сложно общаться, например, со школьниками из Удмуртии, потому что многим невозможно было вспомнить некоторые понятия, понимаете? Поэтому как обстоит дело уже через 20 лет с этими же самыми в то время школьникам, им около, скажем, 30-40 лет сегодня, может, они больше стали обращать внимание на истинность, глубинность, скажем, представления понятий именно на удмуртском языке. Я не могу судить, я потому что таким образом не собирала материал, и это почти что как социологический опрос. Ну, хорошо, да, спасибо. Да. Я понял, что это отдельная Да. тема. Давайте тогда вот к тому, что сейчас написали наши слушатели. Екатерина Ягафова спрашивает вас, правильно ли я поняла, что у удмуртов Восток ассоциируется с женским началом? Спасибо, Екатерина. Я так не сказала, что ассоциируется с женским началом. Я это не могу связать. Но при подразделении или же при ориентации в пространстве, да, Восток ассоциируется женской, или же считается женской половиной, или женской стороной. Вот это конкретно и очень строго в сакральных пространствах, на молениях наблюдается. Спасибо. Даниил Зайцев дает такой комментарий. Очень многие вещи типологически можно найти и в других религиях, в том числе в монотеистических, вплоть до представления о двойном сакральном времени в иудаизме. Хаг Холь Хамоэд. Алло? Да, слышите? Да, я услышала. Это был как вопрос или комментарий? Да нет, ну, видимо, это комментарий о том, что многие... Да, я знаю, я, конечно, такие подробности, такие параллели не могу приводить, потому что и в удмуртской культуре столько много всего. И я хотела больше всего сказать именно об удмуртской, как бы, специфике. Хотя параллели всегда везде можно найти. Как я сказала, в Африке у Тога то же самое. Например, вся обрядовая процессия идет назад, шагает назад, чтобы увидеть прошедшее время впереди. Это прошедшее время в нашем представлении то же самое. Прошедшее время перед нами, чтобы так вот видеть. Понимаете, такие параллели везде можно найти. Спасибо. Значит, вопрос Максима Кирчанова. Использовали ли удмуртские модернисты, включая Кузибая Герда, традиционные представления о пространстве для конструирования нации и идентичности? Как соотносится с традиционными представлениями о пространстве текст Герда, который в русском переводе известен как «Я ни разу не видел моря»?
Ой, это вообще очень сложный вопрос, спасибо, конечно. Я даже не попытаюсь анализировать этот вопрос, потому что я никогда не обращала внимания. Но когда Герд начинал, то есть занимался и изучением как бы традиционной культуры удмуртов и также революционными пропагандой своих революционных взглядов, естественно, все это проходило через его знания традиционные. Вот это я могу утверждать, хотя я знаю все его работы, но конкретно вот на этот пример, на это я не могу объяснить ничего. Я прошу прощения. Если это очень важно, я могу изучить этот вопрос и потом подготовить и написать ответ и сказать свое мнение. У меня нет конкретного и точного ответа на этот вопрос. Прошу прощения. Спасибо. Вот еще Даниил Зайцев дает такой комментарий. Немного смутило в начале очень большое внимание термину «природа». Мирча, Илиада и Зубов подчеркивают, что дикая природа воспринималась человеком как нечто нейтрально-враждебное. Ее ценность только в том качестве, в каком она связана с божественным духовным началом. Дает он такой комментарий. Ну, Мирча Илиады, ну, конечно, великолепный исследователь, но всегда надо иметь в виду, он прежде всего писатель, да, чем ученый. Ну, Зубов, хорошо, я согласна с этим, но я попыталась объяснить, как это у удмуртов. Понимаете, через представление удмуртов я все это старалась объяснять. И у каждого народа что-то свое как бы собственное может быть. И может быть и очень похожие с другими, как я уже говорила, если опять повторяюсь. И потом, как я сама это думаю, что наш народ так думает и так считает. Естественно, это ученый вероломно представляет свои понятия, думая, что это от народа все это. Фактически это же мое мнение, то, что я так представляю вам все. Ну, естественно, дикая природа, и она должна была быть осваиваться, и очень тщательно, и до сих пор же внимание обращается на дикую природу. Хотя такой абсолютно дикой уже нигде нет, она полностью уже освоена. Тем не менее, это отношение, и это как бы круговое отношение, чем дальше круг, тем там опаснее это пространство. Это все равно сохраняется. И действительно, ну это у язычников хорошо прослеживается до сих пор. Если язычник пойдет в лес, и он просто так не вступит в территорию леса, если он войдет в поле, он просто так это ничего не сделает, ни один шаг. Вот. Это дикое и не дикое, освоенное, не освоенное. И, естественно, я и говорила о том, что они осваивали, и эти же пространства они наделяли своими духами. То есть они завоевали это, но в то же самое время они поставили туда, назначили как бы какого-то духа, я очень грубо говорю. Поэтому каждый участок имеет своего духа, своего кужо там или кого-то. Наверное, непонятно я объясняю. Кто-нибудь поняли? Спасибо. Спасибо. Ну вот если будет вопрос, то Даниил напишет сейчас уточнения какие-то. Я бы хотел развить тему, может быть, отчасти вопроса Максима Кирчанова. Смотрите, а если руководствоваться вот представлениями удмуртов, традиционными представлениями о пространстве, правильно ли я понимаю, что нам нужно будет все нынешние города Удмуртской республики перестроить? Нет, ничего не надо перестраивать, там не живут только удмурты. Это единственное для тех, кто этих понятий придерживается, кто этими представлениями живет, хотя бы сохранять в своем пространстве, в своем доме или в своей квартире. Тогда будет уютно и комфортно этому человеку. А если он не будет сохранять вот эту ориентацию, свою удмуртскую, живущий по удмуртским представлениям. Я, например, в Австрии, но у меня удмуртские представления, и у меня в квартире по-удмуртски все, да. Вот. Если у меня этого бы не было, мне бы было очень дискомфортно здесь находиться. Понимаете? А перестраивать это уже просто невозможно, потому что это мультикультурный и очень исторически уже очень долго сложившаяся
Да-да-да, традиция. я скорее так, ну, гипотетически, что если бы урбанистику как науку придумали удмурты, то, наверное, бы города выглядели иначе. Да, Вместо, да, вместо возможно, больших площадей были бы, ну, не знаю, что-то другое, да? да, Места расположения священных объектов тоже были иными. да. Тем временем Даниил, вот, который задавал вопрос относительно Илиады, следующий комментарий нам оставляет. Интересно, все-таки в приведенной вами песне подчеркивается уникальность человеческой жизни и конкретного исторического бытия. Потому что у народов Сибири, например, ивенки и нанайцы, есть представление о родовой душе, куда все души уходят и откуда исходят. То есть у них есть идея круговорота бытия, хотя и безлично родового. Вы говорили о том, что занимались представлением тюрок. Как у тюрок такие представления? Мгм. У тюрок, не могу сказать, есть ли возвращение, но у тюрок тоже нет такого представления, что они возвращаются, да. Я опять-таки хочу сказать, что я конкретно по удмуртам сейчас говорила и буду говорить и делать акцент на удмуртах. И можно приводить примеры и параллели точные по другим всем этническим традициям по всему земному шару. Но это не то же самое, и, хотя они очень похожие. Это всегда надо иметь в виду. И у тюрок я говорила о времени и о пространстве, как время, вот вчера, позавчера, и как в пространстве они ориентируются. Я для этого приводила в порядок. А культуру смерти у тюрок я так пунктуально не изучала. Но насколько я только могу сказать, по старым традициям башкир и татар у них не было такого представления, что умершие возвращаются обратно на эту землю, как и у удмуртов. У меня все. Да, спасибо. И вот еще следующий комментарий от Даниила. Это наш сегодня самый активный комментатор. Да. По поводу комментария в собрании Куричконов Первухина. Есть только 3 Куричкона к духам природы. Остальные Остоин Морейн, Куач Колдыщин, то есть к высшему божеству, от которых ждут благ. Какой вопрос? Да, Данила, напишите вопрос. В чем ваш вопрос состоит? Почему только 3 Куричкона к духам природы, а остальные к этому высшему божеству? Да и в удмуртских сказках в умурты и нюлесмурты противные и... Да, и все поняла, примерно суть, наверное, я поняла. Но уже это доказанный факт, что Инмар Куач Колдыщин – это под влиянием православной религии. Это понятие уже развивалось в удмуртской религии, скажем, да, у удмуртов. И поэтому как бы высшее божество стало этот Инмар Колдыщин Куач. Этого, может быть, никогда не было у удмуртов. И это никогда невозможно собрать, и Первухину, наверное, тоже невозможно было собрать все молитвы, потому что он не бывал у всех удмуртов, у всех групп удмуртов, и в каждой деревне что-то может быть свое специфическое и своеобразное. А все эти, как вумурты и нюлесмурты, эти лешие и водяные, как бы они противные, они такими представляются, но они не всегда такие плохие. Они негативных персонажей превращаются только в том случае, если они их вовремя не успели умилостивить. Вот именно что, и даже до сих пор можно сказать, говорить о том, что мифология, в удмуртской мифологии, в низшей мифологии до сих пор еще идет только как бы переход только из позитивного к характеристике негативной разных персонажей. Вот именно что как бы идет борьба. Это всегда в переходный период идет, что персонажи наделяются как позитивными, так и негативными характеристиками. А когда-то они были все только позитивные.
Я об этом чуть-чуть попыталась, вот как в самом начале говорить, когда они наделяются пространствами, эти духи, значит, если они наделены пространством, они должны быть удовлетворены этим. Но все время этот диалог-то надо поддерживать и умилостивлять, как и сейчас это продолжается. Но то, что Инмар Куаш Калдыщин – это влияние православной традиции, это однозначно. Спасибо. И вот Даниил добавляет, что я хотел узнать ваше мнение о том, почему в удмуртской религии мало уделяется внимания духам природы. Ну вот как вот говорить об удмуртской религии? Об удмуртской религии в Удмуртии? Или об удмуртской религии где? Невозможно говорить о том, что удмуртская религия или же удмуртский вождь сложился одинаково у всех удмуртов, потому что они развивались где-то параллельно. И поэтому такие большие разногласия у всех локальных групп, можно сказать. Об удмуртах из Удмуртии очень сложно говорить, потому что там настолько сильно влияние уже православия. Я могу только очень хорошо, зная тоже традицию закамских из Башкирии и из Пермского края удмуртов, говорить, что вот они более уже самостоятельно формировались в течение 3, где-то 4 столетий и немного одинаково представляют эту религию, этот удмуртский вождь. Но в целом, общем, об удмуртской религии нет возможности говорить, потому что этой религии никогда не было. Она не сформировалась никогда в одну общую удмуртскую религию. Если даже эти имена, то есть Инмар, там, Куач, Калдыщин, эти присутствуют, имеют место во всех. Но чтобы сохраниться, надо было, у нас нет письменности, это всем известно, да, или же очень много столетий, чтобы они вместе компактно жили, развивались в течение нескольких столетий вместе, а потом только отпочковывались друг от друга. Тогда могло бы быть более-менее как бы одно ядро. Но даже этого одного ядра уже проследить и уловить даже сложновато в настоящее время. У меня все. Спасибо. Ну вот Даниил добавляет к вашему ответу: в том и разница между природным духом и божеством, что духа ублажают, а от Бога ждут благ. И правда, это тоже идея Зубова, о котором он упоминал. Ага, да. Но это то же самое, и богов тоже так же умилостивляют. А боги тоже никогда не являются только положительными, что делают только добро, добро, добро. Если человек что-то сделал, какие-то проступки, за это будет наказан. Это же понятное дело. Также эти другие духи, водяные и лешие, на них как бы мало внимания обращается. Это не обращается мало внимания у язычников. И очень даже строго и конкретно. И я уже говорила, и в лес никто не пойдет просто так, не обратившись к лешему со словами и не подарив какой-нибудь кусок жертвы. Это очень хорошо распространено и известно. И каждый информант даже не расскажет каждому, даже ученому. Есть такие моменты, которые нежелательно рассказывать и говорить. Ну и вот очередной комментарий от нашего Даниила, основного нашего автора вопросов сегодня. Он комментирует ваш тезис о том, что не было письменности. А как же легенда о пропавшей книге? Просто приходилось сталкиваться со многими гипотезами на эту тему, в том числе и фантастическими. Может быть, письменность все-таки была? Может быть, она была, но если невозможно ее доказать, то мы не можем говорить об этом. Я не могу это говорить, что да, письменность была, но у меня нет ни одного кусочка от этой большой белой светлой книги, да, и где была бы хотя бы одна буква сохранена. Поэтому я не могу дискутировать на эту тему, если я не знаю и не видела, и ничего не прочитала про эту книгу конкретно. Я прошу прощения, у меня нет комментариев. Спасибо вам за ответ. Ну, коллеги, мы тогда давайте слушаем, ждем последних вопросов. Мы, в принципе, уже почти 1,5 часа в эфире находимся. Мы готовы завершать мероприятие сегодняшнее.
Я не устала. отпускать Если вы устали... Татьяну. Да, отпускать вас. В Удмуртии поздно. Да, в Удмуртии поздно. Точно. В Башкирии тем более. В Башкирии еще позднее. В Екатеринбурге. Да. Ну что, ну вот вопросов не видно больше. Давайте тогда, коллеги, прощаться с вами со всеми. Большое спасибо Татьяне за ее сегодняшний доклад. Было очень интересно, было очень полезно. Надеемся, что мы еще найдем какие-то темы, по которым ей тоже будет интересно выступить перед нашей аудиторией. Вам интересно послушать. Спасибо всем вам, уважаемые слушатели, кто сегодня нашел время присоединиться к нашему мероприятию. Вот. Спасибо вам всем еще раз. Если будут какие-то вопросы, пишите нам. Если будут вопросы по материалу Татьяны, тоже пишите, передадим ей. Я думаю, ей будет интересно с вами побеседовать. Большое спасибо нашим сегодня авторам вопросов. Так, и вот поступает... Ага. Да, и поступает последний комментарий от Екатерины Ягафовой. Татьяна, вам нужно посмотреть блок слева такой, чат. Да, я читаю. Да, потому что там текст по-чувашски. Угу. Угу. Да. Благослови. Это вопрос? Да, Екатерина, вопрос ждем. Это просто пожелание, Екатерина. Екатерина Андреевна. Это очень интересно, конечно, что там в конце «благослови, благослови» присутствует. Это очень распространено у чувашей или как? Да, спасибо, Екатерина Андреевна, спасибо. Да, я скажу тоже прощальное слово. Да, давайте. Спасибо. Да. Я, в общем, все сказал. Спасибо всем большое. Да, большое спасибо всем, у кого была возможность встретиться, скажем так, виртуально. Да, и за вопросы, за интерес к этой тематике в целом. Да, может быть, еще встретимся, если интересно будет кому-то. Джимтау. Спасибо всем большое и до скорых встреч. До скорой встречи.